И вот оказывается, сегодня вот умер Александр Иванович Ермаков Александр Иванович, вот, что он человек, который сделал для воссоздания места имения Рахманинова Сергея Васильевича, их имение родовое в Тамбовской губернии. Да. И вот он туда приехал вовсе не из-за музея. Он приехал как физрук в школу. И вот и вдруг узнал, что здесь вот стояло имение, которое сгорело из-за войны. Немцы спалили его, а крестьяне, вот их крестьяне, значит, они разобрали по домам такие мебели, значит, и посуду, там, да, все это. И он пошел по домам и стал умолять их с поклонами, значит, чтобы они вернули это. Надо воссоздавать Ивановку. И сегодня оказалось, там показывали видео, да, его. И вот оказывается, ему что предлагали-то? Вот эта вся территория, они думали, что вот в этом месте они должен стоять вот такой вот стела такая, ну как надгробный памятник, да, с фотографией. И здесь стояло имение и фотография. Вот там стояла, значит, ну, флигель какой-то там, да. То есть, когда он, слава Богу, эта съемка, она сохранена. И вот сегодня показывали, это что у нас будет? Кладбище, что ли? И, в общем, можно было только почувствовать, да, вот в то время. И он, но они не на того напали. Вот. И он, конечно же, он сейчас, когда мы там были, я все, ну, тоже музей, да, но он потрясающий организатор. Он знал все дома в Тамбове, вот, которые будут реконструироваться. Он туда ездил, заранее забивал место, у кого там израстовая печь, да, вот печь, покрытая вот этими, да, вот, глиняными, обжигая в обжиге, значит, эти, они долго сохраняли тепло. И, значит, паркет выкорчевывал чуть ли не сам, да, вот такие дома, вот, там же список есть вот в этом комитете по сохранению материального наследия. И вот у него целое расписание, он следил за этим, у него даже сегодня выяснилось, что у него были секретные записи, чтобы никто больше не пронюхал про эти будущие изменения в городе. И он, значит, иначе, видимо, уже терял кого-то, какой-то объект. И вот, значит, вот зато он выстроил это что-то. Это вот надо всем нам ехать в Тамбов, ну, покупать билеты по Тамбовской дороге. К нему приезжают сотни тысяч именно в эту деревню, вот, да, Ивановка. И, значит, вот там концерты, там Архипова пела, ну там все звезды, конечно, они с поклоном приезжают, ну, в это, значит, место святое для всех. И вот мы с Анной Мечковской, значит, вместе всегда выезжали, когда вступили в ассоциацию музыкальных музеев. Нет ни одного, кстати, директора, который играл бы на рояле. Есть один, который на трубе трубит. Вот, а мы, значит, давали концерты там с нами. И вот, будь то интермузей там или что, и вот он был очень, каждый раз звал нас к себе, и мы там давали концерты. Все бесплатно для нас, такая кухня хорошая, значит, мы гуляли по этому парку, и, значит, и пили Рахманинову. И вот сегодня такой ужасный, печальный день, я с утра, значит, Таня, у нас концерт Рахманиновой, я вообще, ну вот, такое дело, пишем там, значит, конечно, слова соболезнования. И вот он приезжал в Иркутск на юбилей Анны. Он так любил ее голос, этот тембр, эта сделанность, вот каждая нота, да, вот в этих романсах, она вся, вот, я всегда вот со своими учениками, не то, что попало, вот его часто его взглянул в голову, и он так поет. Нет, они должны быть как вот в фигурном катании. Вот в этом месте поэтому.
тут, значит, будет такой-то пируэт, там, тут подбрасывает кого-то и так далее. То есть все выверено до секунды, и вот этим добивается качество. И то же самое в музыке. Потому что нас, если даже разбудить, я всегда говорю, чтобы нас ночью разбудили, и, значит, и вот мы должны спеть так же, как задумано именно, а не так, как Бог на душу положит. И вот Анна, она удивительная совершенно, такой тонкий музыкант, это какое счастье, что мы встретились. И у нее такой богатый душевный мир, вот, очень гибкая душа. Вот она только что там какие трагические вещи поет и сразу же перестраивается. Но особенно, конечно, я была потрясена, как она учила. Все-таки у нее был акцент русский, да? Я говорю: Аня, ты не надо, ты должна, все должно у тебя подскакивать, да? И она все слушает. И вот она даже однажды мне рассказала, вот такой есть трудный романс. Начинается он со слов: «О нет, молю, не уходи». Да? А это очень трудно. Как все поют по-разному. Я вот помню, как Архипова в музее, в зале МГУ, они с Пивко тогда только такой роман, и совместный концерт, и такое вдохновение. И вот она пела, я на всю жизнь запомнила вот такие нюансы у нее, вот, ой, как будто вот сердце бьется. О нет. Я все-таки добьюсь того, чтобы показать, как надо это исполнять. Ой, нет, молю. Можно взять дыхание. Я сказала, не надо, чтобы иначе совсем по-другому. О нет, я уже не могу. О нет, молю. А тут только дыхание взять. Тут раздуешь, да, не уходи, день, вот так вот, да. И вот она, тренируясь дома, муж пришел на обед, значит, ну, пообедал, встает, и тут она ему, собравшись со всеми, вдруг ему поет эти слова, совершенно ошарашенные. Эти слова, когда так поют, как надо, да, прямо мороз по коже, вот, и вот нас объединила вот с Анной Дичковской вот ее душа, такая подвижная, и вот ей интересно заниматься, вот, да, и вот добиваться вот именно этой интерпретации вот каждого кусочка, и потому нам как-то это вот. Но сегодня она не может быть совершенно разбита, потому что такое мастерство она демонстрировала везде, где мы выступали мы. Значит, будь то дом-музей, где родился Чайковский, Воткинский, в Удмуртии, или будь то там музей Чайковского в Клину, есть еще музей Чайковский в Москве, еще есть музей Скрябина, и, значит, ну, Шаляпина, есть музеи, и по Санкт-Петербургу, и в Москве, и вот везде собирались, конечно же, и слышали гуты, но приходила и такая специфически концертная публика. Такие меломаны, которые действительно могут разбирать под увеличительным стеклом все интонации. И, значит, вот, ее очень уважают ее коллеги, и вот, ну, ценят то, что человек очень много занимается и ездит всюду. Мы выступали и в Японии. Там удивительная публика. Но я-то сижу пианино, боком сижу и не вижу вот людей, которые... Тут я на вас смотрю и вижу. И вот «Не пой, красавица, при мне», вот, кстати, нам помогал. Нам Валерий Шадрин устроил мастер-класс, 10 занятий у Важи Чачава. Знаменитый концертмейстер. Да. 2 месяца. 2 месяца, да. Ну там не каждый день было, но в общем 2 месяца мы там были точно. Внучка моя была, и она сидела и играла. Ну там играла. И однажды она сказала: «Мамушка, ты сегодня хорошо играла». Такое у нее замечание было. Она, кажется, слушает все-таки. Вот. И вот Ваш Николаевич начал нам рассказывать. Там есть такое вступление, восточное как будто пение, у фортепиано начинается. В общем, и он сказал, это грузинка поет, да?
Вот. Я делала всегда передачи телевизионные, перед тем, как сыграть, что-то рассказываю. И вот про этот романс я очень много, конечно, читала. Сначала записал эту мелодию Грибоедов, потом, значит, пел, потом, значит, Глинка, очень простенький, да, там аккомпанементы, а вот такую как. И вообще есть целый сборник. Вот «Не пой, красавица», оказывается, все писали на эти стихи, и все эти узбеки, грузины, конечно, композиторы, все писали вот на эти стихи. И вот, а грузин не поет, вот у Рахманинова. Ну, тут фортепиано, значит, и вот, потому что и там есть еще прибавление одного куплета, потом он уже после декабрьского этого восстания декабристов уехали уже далеко, значит, в Сибирь, вот, значит, кого сослали, кого убили. Значит, но среди уехавших женщин, вот декабристов была вот Любовь Пушкина. Вот, Волконская, Мария Волконская, вот они, Ермолова, дочь Ермолова, которая вот, вспоминает свои воспоминания, значит, да, кавказские. И вот мы тогда вот с Важей Николаевичем, я ему рассказывала, Аня, вот, и, конечно, он промолчал, но вот был удивлен, конечно, вот, потому что столько у нас с этой программой связано воспоминаний с Анной, и это счастливая программа, и Чайковский, и Рахманинов. И, конечно же, когда мы вступили в эту ассоциацию и стали ездить и играть вот там, где родился Чайковский, там, где родился ну, и так далее. Мы объездили на семинарах, значит, все музеи Австрии и Германии. Да? Мы пели у Вагнера и так далее. А вот в Японии она рассказывает, она смотрит на вас, а я сижу там, значит, боком, и потому что плохо вижу. И оказывается, все это вот, это мы все в предисловии сказали на японском языке. Ну, у нас была наша куратор, которой мы написали текст на русском, она жила когда-то на Сахалине, и вот знала русский язык, и вот она сначала, и вот стоял там в посольстве, да, это была Аня, в российском посольстве, и там стоял японец, они очень любят ходить вот на такие общественные, бесплатные, что называется, концерты классические, потому что дорогие билеты, да, и вот, и он стоял, этот парень, и когда вот это все рассказали, всю эту эпопею, что вот он вспоминает то другую, значит, вот, и у нас только было работы интересные, связанные с романсами Рахманинова, и, конечно, за Александром Ивановичем. Александр Иванович наш, это вот такой деятель, который возродил просто, ну, каждую скамейку, которая известна по фотографиям. Он возродил все эти флигеля. И вот когда мы там даже жили в одном из... Все, кто сталкивались с ним, конечно же, подпадали под его мощную совершенно энергию, и как он служил своему кумиру. Это действительно один из самых гениальных композиторов. И вот, значит, и, конечно же, это счастье петь его музыку и играть. Кстати, я очень горжусь тем, что в 71-м окончил консерваторию, и в 72-м был юбилей какой-то, да, очередной. И вот наш концерт был в зале Чайковского. И вот я его открывала в этом белом таком платье, значит, и играла финал концерта Рахманинова, второй концерт Рахманинова. Вот, и даже в прошлом году я кончала консерваторию, хотела поступить дальше в аспирантуру, но мне не разрешили. Как это? У вас же нет вуза? Тогда высшей школы музыки не было, еще президента не было. Вот, и, а тут, после такого триумфа, значит, они пригласили меня в Министерство культуры. Я пришла недоуменная. Вот, и сейчас прелюдия, там задержалась, ну, уже 15, они говорят, поступайте
в этом году вот мы оформим вас на аспирантуру. Ну, и так что такое у меня событие, вот все связано как-то с Рахманиновым. Спасибо вам большое, что слушаете. И я все-таки должна, сейчас мы пишем там адрес, ну, как сказать, вот, траур, да, некролог, да. И вот, и я предоставляю слово нашей, значит, кого-то ведущим этот концерт. И вот, хотелось бы вас приветствовать пока и передать свои ощущения. Добрый день, уважаемые гости! Мы сегодня вас приветствуем на нашем музыкальном вечере, который посвящаем грядущему 150-летию Сергея Васильевича Рахманинова. И сегодня наш музыкальный вечер своим напутственным словом открыла наша любимая народная артистка Якутии, заслуженная артистка, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза композиторов России и также лауреат премии фонда Ирины Архиповой и государственной премии имени Алексея Елисеевича Кулаковского, наша любимая, единственная, неповторимая и Ализа Петровна Решетникова. Сергей Рахманинов родился в дворянской семье в усадьбе Семенова Новгородской губернии 2 февраля 1873 года. Отец композитора происходил из дворян Тамбовской губернии и был музыкально одаренным человеком. А мать композитора стала давать первые уроки на фортепиано, и интерес к музыке вскоре был замечен родителями. Отец Василий Аркадьевич частенько музицировал вместе с маленьким Сережей. И в гостеприимной усадьбе было всегда многолюдно, постоянно звучала музыка, приезжие гости катались на лодках по реке, жгли костры на берегу, купались, и все было приспособлено к спокойной и фривольной жизни. Так в живописной местности прошли детские годы композитора, а затем была приглашена учительница музыки Анна Дмитриевна Арнацкая. И при ее поддержке в 9 лет Рахманинов поступил на младшее отделение Санкт-Петербургской консерватории. Там он частенько прогуливал занятия, и поэтому на семейном совете было решено перевести мальчика в Москву. Так одновременно был принят на 3-й курс младшего отделения Московской консерватории по классу профессора Николая Сергеевича Зверева. В 1888 году Рахманинов продолжил обучение на старшем отделении Московской консерватории в фортепианном классе, а спустя год под руководством Сергея Ивановича Танеева и Антона Степановича Аринского начал изучать композицию. В возрасте 19 лет Рахманинов с большой золотой медалью окончил консерваторию как пианист и как композитор. Уже в консерватории он получил известность среди московской публики, и во время обучения в консерватории им уже были написаны первый фортепианный концерт и ряд романсов, пьесы для фортепиано. А сейчас я хотела бы дать слово директору Музея музыки и фольклора народов Якутии, отличнику культуры республики. Замечательной страницей творчества композитора являются его вокальное наследие, романсы, которые по популярности соперничают с его фортепианными произведениями. Можно назвать жемчужиной русской музыки. Примечательно, что за 25 лет творчества в России до 1917 года Сергей Рахманинов написал более 80 романсов. За последующие четверть века, прожитые за границей, не создал ни одного.
И сегодня мы не можем не сказать о Наталье Сатиной, которая вдохновила композитора на создание многих произведений. В ее лице Сергей Рахманинов обретает верного друга, любящую жену и посвящает ей многие свои произведения. Романсы лирико-пейзажного характера образуют одну из важнейших по художественной ценности в области вокальной лирики Рахманинова. Пейзажный элемент в прозрачных акварельных тонах проникнуты спокойным созерцательным настроением и отличаются исключительной тонкостью и поэтичностью. Одним из первых таких романсов в творчестве молодого Рахманинова является «Островок» на стихи английского поэта Перси Bysshe Шелли и в переводе Константина Пармонта. Исполняет Дина Охлопкова, концертмейстер Алексей Сырцов. Это скромный цветок, который Рахманинов называл царицей своей души. Для композитора имел особое значение. Сирень была символом его любимой родины, а также своеобразным ангелом-хранителем, неизменно сопровождающим гениального маэстро всю его жизнь, со времен юности, когда он впервые ощутил душистый аромат цветка в деревне Ивановка, и до самых последних дней. Романс Сергея Рахманинова на стихи Екатерины Бекетовой, который является одним из драгоценных жемчужин рахманинской лирики «Сирень», исполняет Мария Шапошникова. И в душе
романс, вошедший в золотой фонд русской классической музыки. Здесь отображен летний пейзаж, сверкающая на солнце река, цветущие поля, на небе белеющие облака, и все это окутано безмолвной тишиной. Лирический герой, наслаждаясь и восторгаясь совершенством природы, становится счастливее. Он духовно просветляется и этим обогащает свой внутренний мир. В 1915 году вокальная композиция в творчестве Рахманинова занимает особое место. Созданная за 2 года до того, как композитор навсегда покинул Россию, она является знаковым произведением и звучит словно покаяние и прощание с горячо любимой Родиной. Мелодия, будто на крыльях прекрасных птиц, поднимающаяся вверх, воспринимается как голос души, которая взлетела до небес и оттуда разговаривает с нами. Соло на флейте исполняет артистка оркестра Нина Николаева.
Стоит отдельного упоминания деревня Ивановка Уваровского района Тамбовской области, принадлежавшая его родственникам Сатиным. С июня 1890 года по апрель 1917 года он почти каждый год жил и творил в этом имении. И в настоящее время музей-заповедник Сергея Васильевича Рахманинова «Ивановка» является крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого русского композитора. В настоящее время в Ивановке проходят научные конференции, музыкальные фестивали, конкурсы, концерты и музыкальные и театральные ансамбли. Сейчас два романса на стихи Алексея Плещеева «Дитя, как ты прекрасна» и «Полюбила я на печаль свою» исполняет Мария Михайлова. Прекрасна, светло
Романс «Христос воскресе» на стихи Дмитрия Мережковского исполнит заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Прасковья Герасимова. Христос воскрес! Поют во храме, но грустно мне, душа молчит. Мир полон крови и слезами, и таким предал дарами, так оскорбительно звучит. Когда он был меж нас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат возненавидел, как опозорен человек. Если б здесь, в блестящем храме, Христос воскрес, он услыхал, какими горькими слезами перед толпой он зарыдал. Сейчас романс «О, не грусти» на стихи Алексея Пухтина и романс «Ветер перелетный» на стихи Константина Бальмонта исполнит отличник культуры Республики Саха-Якутия Зинаида Колодезникова.
«Пой, красавица» на стихи Александра Пушкина исполняет народный артист Республики Саха-Якутия Григорий Петров. Дипломной работой композитора стала его первая опера «Алека», написанная по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Цыгане». Все началось приблизительно дней за 30 до аттестационного экзамена, который Рахманинов должен был
был сдавать по классу композиции. Ему было представлено либретто Владимира Ивановича Немировича Данченко, написанное по пушкинским цыганам. Сюжет понравился и увлек, что позволило молодому дарованию окончить работу всего за 17 дней. Опера очень понравилась Петру Ильичу Чайковскому и по его настоянию была поставлена в Большом театре. Отзывы на произведение, которые дал Чайковский, были максимально высокими. Сцену из оперы «Олега» исполнят заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Прасковья Герасимова и народный артист Республики Саха-Якутия Александр Емельянов. Старый муж,
стадо спит, луна над ним полночной красотою блещет. Что ж сердце бедное трепещет, какою грустью я я без забот, без сожаления веду кочующие дни. Презрев оковы просвещения, я волен так же, как они, я волен так же, как они. Я жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой. Но, Боже, как играют страсти моей послушною душой. Земфира, как она любила. Так нежно преклонясь ко мне в пустынной тишине, часы ночные проводила. Как часто милым лепетанием, упоительным ласканьем задумчивость мою в минуту разогнать умела. Я помню с негой полной страсти шептала мне она тогда: люблю тебя в твоей я власти, твоя век навсегда. И все тогда я забывал, когда речам ее внимал, и как безумный целовал ее
Романс молодого цыгана исполнит народный артист Республики Саха-Якутия Григорий Петров. Взгляни под отдаленным сводом, гуляет вольная луна. На всю природу мимоходом равно сияние лёта. Сейчас от лица Музея музыки и фольклора народов Якутии мы хотели выразить нашу большую признательность нашим артистам и дать им благодарственные письма со следующим содержанием. Коллектив музея выражает вам огромную благодарность за многолетнее творческое сотрудничество и за помощь в организации тематического концерта, посвященного дню рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Примите самые теплые слова благодарности за вашу трепетную любовь к своему делу, за ваш вдохновенный труд, за сохранение и приумножение высоких традиций классической музыкальной культуры. Надеемся на дальнейшее развитие и укрепление нашего сотрудничества. Благодарственное письмо мы передаем Григорию Борисовичу. Александровне.
этого концерта Анне Васильевне. На этом наш концерт завершен. Всем нашим гостям мы говорим спасибо за ваши аплодисменты, за ваше внимание и до скорых встреч.